Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения информационный выпуск «Вести недели» и я, Светлана Глушкова. С приходом весны традиционно проходит весенний призыв на срочную военную службу. Новобранцы проходят призывные комиссии. Об этом и не только поговорим сегодня в нашей программе. С 1 апреля в России стартовал весенний призыв. Правительству Российской Федерации, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и призывным комиссиям поручено провести мероприятия, направленные на осуществление призыва на военную службу. Федеральные министры, руководители федеральных служб и агентств, в свою очередь, должны обеспечить исполнение положений Федерального закона номер 53. Федеральный закон о воинской обязанности и военной службе от 28 марта 1998 года. Напомним, что призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе. Призывная кампания в городе Канаше проходит в обычном режиме. Кардинальных изменений нет. Особый акцент сотрудники военкомата делают на том, что новобранцам не придется служить в горячих точках. Юрий Барышов принял представителей части 12 ГУМО «Североморск», лейтенанта Александра Сорокина и сержанта Романа Михайлова, прибывших для отбора бойцов на воинскую службу по контракту. Они выступили перед призывниками Канашского района, а также приглашенными в военный комиссариат гражданами, пребывающими в запасе. Рядовой Владимир Павлов, 1995 года рождения, отслуживший в войсках, и призывник Дмитрий Иванов, 2001 года рождения, не только заинтересовались, но и оформили предварительно документы из перечня. Также Юрий Витальевич пригласил представителей войсковой части поприсутствовать на медицинской комиссии. Весенний призыв всегда отличается от осеннего призыва. Но ничего такого нет. Может быть, только вот то, что с прошлогоднего весеннего призыва это немножко сняли ограничения по ковидным мероприятиям. Но требования по линии Министерства обороны и военного комиссариата Чувашской Республики остается. Значит, обработка помещений, значит, антисептики, соблюдение дистанции, ну и врачи контролируют. Ну, никаких больших разниц не вижу. А где будут служить призывники? В какие регионы обычно отправляют призывников Чувашии? Ну, здесь такого определения, распределения нет, потому что, прежде всего, от состояния здоровья, образования. Если они завершили еще обучение в школе ДОСААФ и получили категории С или Е, естественно, где востребованы по всей Российской Федерации. А на чем делается акцент при распределении в различные виды войск? Будут ли учитываться предпочтения новобранцев или основными считаются результаты медкомиссии и физические данные? Вот я только что сказал, что именно прежде всего это состояние здоровья, но мы на образование смотрим. Конечно, их нежелание рассматриваем. Почему? Потому что, например, бывает какие. Вот друг, у него А1, а его, например, чуть слабее. Мы все равно рассматриваем. Предназначаем. У нас есть по приказу министра обороны перечень, как мы должны, какие войска, рода войск определять. Это по состоянию здоровья, по образованию, рост, вес, это полностью определяется. А какими навыками и качествами нужно обладать призывнику для благоприятного прохождения воинской службы? Но для солдата, прежде всего, это что? Физическая подготовка, моральная составляющая, чтобы девушка ждала, и все будет всегда все нормально тогда. А сейчас, насколько я знаю, существует особый вид войск – научные войска. Проходила ли службу кто-то из наших земляков в таких подразделениях? У нас есть научные и спортивные роты. Фамилии, может, не могу сказать. Есть спортивные роты, который биатлонизм у нас служил, и научной роте. Но их, конечно, отбор именно по ихним образованиям, по образованию это научные роты, какие достижения у них были. Ну и спортивные роты, это те, которые кандидаты мастера спорта, и где уже принимали, может быть, в мировом масштабе уже биатлонизм у нас был, да. Расскажите, а много ли молодых людей планируется призывать на военную службу сразу после завершения обучения в школе? Ну, здесь их не право. Федеральный закон дает право им получить отсрочку для поступления в высшее учебное заведение или же среднетехнические. Они получают отсрочки и поступать. Или же могут они отказаться от данной отсрочки, пишут заявление на имя председателя призывной комиссии и убывают войска. Что включает в себя выражение «патриотическое воспитание молодежи»? Есть ли тенденция к улучшению патриотического настроя молодежи? Патриотическое воспитание молодежи, конечно, все начинается, скорее всего, от молока матери.
как мы относимся к своим родителям, так же относимся к своей родине. А как много тех, кто сегодня стремится уклониться от исполнения воинской обязанности? Уклонистов не так-то у нас много по 3 муниципальным образованиям. В этом отношении мы работаем председателями призывных комиссий, рассматриваем. Значит, межрайонной прокуратурой и прокуратурой Яньского района, следственными органами, ну и МВД Чувашской республики территориально по городу Канашскому и Яньскому району. Многие призывники с оптимизмом смотрят на предстоящую службу. Понимают, что служба – это не только долг перед Родиной, но и почетная обязанность. Жизнь вдали от дома по уставу влияет на взросление молодых людей. Многие с детства готовятся к прохождению воинской службы, учат языки, занимаются спортом, участвуют в соревнованиях. Все эти навыки в дальнейшем помогают в армии. Наши земляки будут служить в различного рода войсках – военно-десантных, войсках спецсвязи, спецназа. При этом будут учтены предпочтения новобранцев. Также учитываются результаты медкомиссии. Число уклонистов от прохождения воинской службы за последнее время резко снижается. Сейчас законом не предусмотрена выдача военного билета по достижению 27 лет мужчинам, не прошедшим воинскую службу. В этом случае выдается справка установленного образца, что в дальнейшем создает сложности при трудоустройстве. У многих ребят отсрочка истекает по окончании учебных заведений, предоставляющих отсрочку от службы в армии. Сегодня состоялась первая призывная комиссия. На комиссию явилось 7 призывников. Все они являются студентами высших и профессиональных учебных заведений нашего города и республики. И призваны они будут на службу после окончания учебных заведений. Светлана Глушкова, Владислав Васильев. Вести недели. Как не стать жертвой такого опасного заболевания, как туберкулез, расскажем в следующем сюжете. Туберкулез – одно из древнейших инфекционных заболеваний. Ежегодно во всем мире им заболевают почти 10 миллионов человек. В Канашском межтерриториальном медицинском центре Минздрава Чувашии в апреле провели месячник «Белая ромашка», посвященный Всемирному дню борьбы с туберкулезом. В 2021 году врачами общей практики в городе Канаше было выявлено 13 человек, больных туберкулезом. 9 мужчин и 4 женщины. Из них 1 случай запущенный. На данный момент на учете в туберкулезном диспансере состоят 19 человек с открытой формой туберкулеза. Смертности за последний год не было. Мы встретились с участковым врачом-терапевтом Максимовой Дарьей Павловной. Дарья Павловна, расскажите, что такое туберкулез, как он появился и как передается? Туберкулез является хроническим инфекционным заболеванием, которое преимущественно поражает легочную ткань. Также у него есть различные клинические проявления. Проявляется тем, что поражает он помимо легочной ткани, это лимфатические узлы, печень, почки, мочеполовую систему, центральную нервную систему, кости. Туберкулез выявился 24 марта 1882 году. Робертом Кохом была открыта микобактерия туберкулеза. Ровно через 100 лет принято считать, что 24 марта 1982 года мы празднуем его как Всемирный день борьбы с туберкулезом. В связи с этим появилась акция «Белая ромашка». Расскажите, насколько остро сейчас стоит проблема туберкулеза перед врачами? Заболеваемость по всему миру в среднем около 10 миллионов человек. По городу Канашу в 2021 году было выявлено 13 новых случаев, среди которых 1 был запущенный. И заболеваемость конкретно в Чувашской республике это 29,3%. А процент заболеваемости снижается или растет? В связи с тем, что у нас 3-й год как идет коронавирусная инфекция, заболеваемость возросла, так как профилактические осмотры проводятся не вовремя, люди не приходят, не обследуются, они не посещают больницы, потому что боятся заразиться. И потом уже обнаруживается туберкулез, к сожалению, в запущенных ситуациях. В прошлом году смертности от туберкулеза не было. А кто болеет туберкулезом? Чаще всего фактором риска среди туберкулеза являются это люди с хроническими неинфекционными заболеваниями, это язвенная болезнь желудка, 12-перстные кишки, сахарный диабет, лица, получающие гормональную терапию, лица, у которых есть ревматологические заболевания, курящие, лица, страдающие алкоголизмом, наркоманией, асоциальные лица. А какие основные симптомы туберкулеза? Туберкулез протекает малосимптомно. Клинические проявления уже
на поздних стадиях, к сожалению. А на ранних стадиях человек может ощущать то, что слабость, повышенная потливость, утомляемость быстрая. А на поздних стадиях уже проявляются такие симптомы, как быстрая потеря массы тела, кровохарканье, одышка, боли в грудной клетке. Чаще всего эти проявления. А заболевание излечимо? Как сейчас лечат болезнь? Сейчас лица, у которых обнаружили туберкулез, они проходят лечение на базе противотуберкулезного диспансера. Они там находятся в среднем год-полтора, в зависимости от того, какая у них стадия. Выделяют они микобактерии туберкулеза в окружающую среду или нет, запущенный случай или нет. И также отличаются по возрастным группам. В противотуберкулезном диспансере, когда они проходят диспансерное наблюдение, они смотрят динамику заболевания, как у них, как им помогает лечение в целом. А что нужно делать для профилактики туберкулеза? Для профилактики туберкулеза вообще необходимо раз в полгода проходить флюорографию. Флюорография входит в профосмотр, в диспансеризацию. Также различаются методы выявления туберкулеза у детей и у взрослых. У детей до 7 лет это проба МАНТУ. Она ставится в детском саду и проверяется через 72 часа. А у детей с 7 до 15 лет уже диаскин-тест, он более точный. И уже с 15 лет это флюорография, либо рентген, в зависимости от ситуации. Среди профилактики это ведение здорового образа жизни, рациональное питание, прогулки на свежем воздухе обязательно, также прохождение диспансеризации профилактических осмотров и уже меры личной гигиены, соблюдения. А в каком возрасте делаются прививки от туберкулеза? Самая первая прививка делается после рождения, либо в этот же день, через несколько часов, либо на следующий день, в зависимости от состояния новорожденного. А следующая ревакцинация – это при необходимости в 6-7-летнем возрасте, в зависимости от результатов МАНТУ и диаскин-теста. В последующем уже ревакцинацию не делают, просто смотрят по результатам флюорографии и рентгена у взрослых. А какие вакцины применяются? БЦЖ. А как можно заразиться туберкулезом? Пути передачи микобактерий туберкулеза 3. Первый – это воздушно-капельный. Непосредственно больной человек должен находиться в этом пространстве. Допустим, он чихает, кашляет, капельки мокроты оседают на поверхности, и человек при вдыхании может заразиться. Также эти капельки при высыхании, они остаются на поверхности, допустим, даже стола, на поверхности пола, подоконников, кушетки, допустим. И также они заразны в течение в течение 1,5-2 месяца они могут быть заразными, если не проводить дезинфекцию. Следующий путь передачи инфекции – это алиментарный. Чаще всего это, допустим, молоко, если была больна корова. И последний – это трансплацентарный от матери к ребенку через плаценту, если женщина была больна туберкулезом и не лечилась. В среднем заболевает 1 из 20 людей, в организм которых попал возбудитель. Вероятность заболеть выше у тех, кто длительное время находится рядом с больным туберкулезом. Туберкулез особенно опасен в запущенной форме. Основной метод диагностики – рентгенологическое обследование. Важно понимать разницу между различными видами этих обследований. Флюорография выявляет изменения в легких с подозрением на туберкулез. Большей точностью обладают обзорная рентгенография органов грудной клетки и простая томография. А еще больше компьютерная томография. Таким образом, одному и тому же пациенту иногда приходится проводить 2-3 вида рентгенологических исследований. Не менее важен лабораторный анализ мокроты для обнаружения возбудителя, поскольку от этого зависит, опасен ли больной для окружающих или нет. Особое место занимают методы туберкулинной диагностики, в том числе реакция МАНТУ и диаскин-тест. Для того, чтобы борьба с туберкулезом была результативной, необходимо, чтобы каждый человек как можно больше знал об этом недуге и придерживался определенных правил. Для профилактики
профилактике туберкулеза следует избегать близкого нахождения с кашляющими людьми. В тех случаях, когда это невозможно, следует чаще проветривать помещение и проводить в нем уборку. При появлении недомогания обращайтесь к врачу. Даже при хорошем самочувствии не пренебрегайте ежегодной флюорографией. Важно укреплять иммунитет, чаще находиться на свежем воздухе, заниматься физкультурой, полноценно питаться. Что вам известно о заболевании туберкулез? Известно то, что это серьезная болезнь и передается воздушно-капельным путем. То есть заболеть туберкулезом легко, вполне. Лечиться довольно-таки сложно. А как часто делаете флюорографию? Флюорографию планово стараюсь делать. В основном это получается. Благо есть больница вот у нас хорошая. А как вы поддерживаете свой организм после долгой зимы? Стараюсь. Витамины, конечно, побольше. На свежем воздухе. Стараюсь где-то побольше пройтись пешком, нежели чем на транспорте. А вы довольны работой специалистов Канашской горбольницы? Да, доволен на 5. Действительно неплохо обслуживают. Даже если сравнить с другими, например, регионами. Берегите себя и здоровье своих детей. Светлана Глушкова, Владислав Васильев. Вести недели. 24 апреля все православные отмечали великий праздник Пасха. Пасхальный фестиваль вошел в традицию и проводится в нашем городе ежегодно. В городском дворце культуры прошел 11-й по счету городской православный фестиваль «Пасхальная радость». Традиционно фестиваль проводился в целях духовно-нравственного развития и возрождения интереса к традициям православия. Организаторами и партнерами мероприятия стали администрация города, детская музыкальная школа имени Максима Дормидонтовича Михайлова, Центральная городская библиотека, студия канашского телевидения и газета «Канаш». Почетный гость фестиваля Преосвященнейший Стефан, епископ Канашский и Янтиковский в своем обращении к горожанам пожелал здоровья и помощи Божией, а юным участникам фестиваля успешного выступления во славу Светлого Христового Воскресения. Заместитель главы по вопросам социальной политики, начальник отдела образования и молодежной политики администрации города Наталья Суркова пожелала здоровья, взаимопонимания и достижения всех поставленных целей. Пасха – главный православный праздник. Именно в этот день православные всего мира вспоминают чудесное воскрешение Господа. Святая Пасха – это праздник победы любви над злом, праздник надежды. Фестиваль призван помочь закрепить в душах такие вечные ценности, как доброта, любовь и милосердие. Выступления проходили в атмосфере тепла и искренней радости. Показали свое мастерство и талант участники городских коллективов. Традиционно в нашем городе в пасхальную неделю проводится мероприятие «Пасхальная радость». Это мероприятие проводится в этом году 11-й раз. И в этот день, в день проведения данного праздника, всем хочется пожелать тепла, добра и радости. Пусть над каждым домом всегда светит теплое солнце. А та непогода, которая иногда встречается в нашей жизни, пусть обходит нас стороной. Всем хочется пожелать любви, добра, уважения, чтобы вокруг всегда царил мир, взаимоуважение, взаимоподдержка. 11-й по счету фестиваль уже проводится, то есть 11-й год. Это не только обязательно, они нужны, а обязательно это воспитывает нашу молодежь в духовности, в духе патриотизма, в духе любви к своей родине и в духе уважения к старшим. Впечатления у меня самые хорошие, потому что в основной своей массе участники этого фестиваля выступают уже не первый раз. Они, можно сказать, в какой-то степени уже профессионалы своего дела, да. Я смотрю, уже многие знакомые лица встречаются, да. И я бы хотел, даже с одной стороны, они себя по-другому чувствуют, а я с другой стороны смотрю, здесь среди зрителей много родителей находится этих детей, что насколько они очень счастливы и горды за своих детей. Да. Пасха – это праздников праздник, это самый большой праздник в православном мире, потому что мы празднуем воскресение Христа Спасителя. И Святое Евангелие повествует о том, что после своего распятия и погребения Господь наш Иисус Христос был погребен и в 3-й день воскрес. А своим воскресением Он открыл нам врата Царствия Небесного, и своим воскресением Он также указал, что придет время, и мы, как говорится, воскреснем, а мы будем также вместе со Христом, если будем этого достойны.
Да, и потому что нет смерти, есть, Господь показал через Пасху Христову, через воскресение свое, что нет смерти, есть переход из жизни временной в жизнь вечную. Здоровье, помощи Божией и жизнь с Богом. А когда мы с Богом, то нам нечего бояться, потому что с нами Бог своей благодати и человеколюбием всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. В Канаше прошел отчетный концерт Дома детского творчества. Об этом в нашем сюжете. Россия по праву зовется великой державой, а любая страна – это в первую очередь ее народ. Мы гордимся своей родиной, и именно мы должны научить наших детей чтить народные традиции, культуру и ценности России. Мы – дети России. По таким названиям во Дворце культуры прошел отчетный концерт Дома детского творчества. Ребята долго готовились к концерту, оттачивали свое мастерство, чтобы удивить зрителей запоминающимися номерами и порадовать своими улыбками и хорошим настроением. В фойе при входе была организована выставка декоративно-прикладного творчества художественных и творческих кружков. Яркие и воодушевляющие номера представили участники детских и юношеских коллективов всех возрастных групп. Зрители громкими аплодисментами поддерживали выступления участников. Особенно запомнились красочные декорации, яркие образы и костюмы. Посмотреть концерт собрался полный зал. Все номера нашли отклик в сердцах зрителей. Многие не сдерживали слез и переполнявших эмоций. В зале царила теплая атмосфера праздника и гордости за нашу родину. Светлана Глушкова, Владислав Васильев. Вести недели. В Канаше отметили 30-летие государственной символики Чувашской Республики. Подробнее в нашем репортаже. С целью патриотического воспитания молодежи и формирования уважительного отношения к государственным символам в Канаше на площадке перед городским дворцом культуры провели флешмоб «Государственные символы Чувашии. 30 лет вместе со страной», посвященный Дню государственных символов Чувашской Республики. В нем участвовали учащиеся учебных заведений города Канаша. 30 лет назад, 29 апреля 1992 года, депутатами Верховного Совета Чувашской Республики были утверждены положения о государственном гербе, государственном флаге Чувашской Республики и текст государственного гимна Чувашской Республики. Государственные символы Чувашской Республики воплощают многовековую историю, духовное единство и мудрость чувашского народа. Участники флешмоба выстроились в один из элементов герба. Сегодня на площадке перед городским дворцом культуры состоялся республиканский флешмоб «Государственные символы Чувашии. 30 лет вместе со страной». Мы очень благодарны тому, что студенты, жители города Канаш приняли участие в этом флешмобе. Мы сегодня здесь с помощью студентов приготовили, выстроились в один из элементов символа герба Чувашии. Это был элемент древа жизни, сердца и, соответственно, возраст наших символов – 30 лет. Большое спасибо администрации города Канаш и Дворцу культуры. Это были все новости на сегодня. С вами была я, Светлана Глушкова. До новых встреч! Каждого клиента всегда рады видеть в магазине «Светофор» по адресу Канаш, улица Котовского, дом 4. Большой ассортимент товаров, которые предлагают ведущие производители России и ближнего зарубежья, это известные бренды, которые завоевали любовь и доверие покупателей. Тем более, что ассортимент постоянно обновляется, магазин радует клиентов новинками и продуктами разных категорий. Уважаемые покупатели, магазин «Светофор» напрямую сотрудничает с производителями, поэтому мы сохраняем гуманные цены для населения. Наши цены ниже рыночных на 20-30%. Также на постоянной основе мы устраиваем акции, чтобы ваши покупки стали еще выгоднее. Купить в магазине «Светофор» можно канцелярские принадлежности, бытовую химию, консервы, чай, кофе, кондитерские изделия, посуду, хозтовары, продукты питания для ваших питомцев и многое другое. В магазине «Светофор» я закупаюсь достаточно часто. Во-первых, меня привлекает то, что магазин расположен в центре, удобная транспортная доступность, на машине подъехать можно, стоянка есть своя и широкий ассортимент предоставленной продукции. Цены гораздо ниже, чем в других торговых точках, то есть можно приобрести продукты впрок. 5-килограммовые упаковки здесь есть, выгодно покупать сахар.
муку, крупы. Раз в неделю стабильно посещаем данный магазин. Продавцы вежливые, улыбчивые и всегда готовы прийти на помощь, подскажут, где что находится. Ну, здесь очень много новинок, во-первых, постоянно завозят они. И цена подходящая, ассортимент очень большой. Ну и подешевле, конечно, чем в городе, в городских магазинах. Ну и, в принципе, всегда все аккуратно очень сложено. И всегда, ну, мне нравится, я всегда сюда захожу. Мне очень здесь нравится вот отдел, где продают удобрения, кашпо, вот такой. Я люблю в огороде возиться, поэтому сюда с удовольствием всегда хожу. Здесь всегда есть что-то купить. В новом сезоне мы вам желаем больше тепла, солнца, изобилия, хорошего урожая и отличного настроения. Большое разнообразие, низкие цены, постоянные скидки и акции в магазине «Светофор» ежедневно радуют своих покупателей. Привлекает широкий ассортимент, низкие цены. Я частенько сюда захожу, беру в основном продукты, бытовую химию. Обслуживание очень хорошее, продавцы все вежливые, на кассе все вежливые. Какой вопрос возникает, сразу подскажут, помогут, разъяснят. Очень все нравится. «Светофор» может удовлетворить потребности любого клиента. Приходите в магазин «Светофор» по адресу город Канаш, улица Котовского, дом 4. Совершайте умные покупки, экономьте вместе с нами. Будем рады вас видеть. Двери магазина открыты для вас по адресу город Канаш, улица Котовского, дом 4. Сметана 800 грамм 101,50. Колбаса говяжья 1 килограмм 209,90. Саженцы садовые 299,90. Парник 6 метров 291,50. И всегда свинина свежая.